У городов районного подчинения Пицунда и Новоафон могут появиться собственные бюджеты. Президент Бадра Гунба провел совещание по вопросу совершенствования бюджетного устройства в городах Пицунда и Новоафон. В ходе рабочей встречи с членами специально созданной группы глава государства обсудил предложения, направленные на совершенствование статуса органов местного самоуправления и органов государственного управления в городах Пицунда и Новоафон. Поводом для встречи стало недавнее обращение депутатов собрания города Пицунда по вопросу децентрализации финансовой самостоятельности. Рассмотрев инициативу депутатов, президент принял решение о создании рабочей группы под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Республики Абхазия Дмитрия Шамба. Уважаемые коллеги, поводом нашей сегодняшней встречи послужило обращение представителей собрания города Пицунда. Как вам известно, до принятия в мае 2014 года закона об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия города Новый Афон и Пицунда имели возможность формирования собственных бюджетов. С применением с 2015 года вступлением в силу данного закона такого рода возможности у этих городов отсутствует. На мой взгляд, необходимо проработать механизм создания возвращения к тем условиям, которые были ранее. Для меня очень важное направление. Считаю, что мы должны вместе подумать, принять решение и создать наиболее благоприятные условия, чтобы в городах формировались собственные бюджеты, чтобы эти бюджеты использовались оперативно, эффективно. Это не только создание определенных условий и возможностей для городов, но это и серьезная ответственность, когда в районе, в городе будут распределяться средства, принимать решения по расходной части, когда у них самостоятельно будет возможность оперативно реагировать на те вопросы, которые возникают в рамках своей деятельности. Исходя из данного обращения, рассмотрел обращение депутатов городского собрания, было принято решение о создании рабочей группы, которая в рамках своей деятельности должна предложить механизмы решения и достижения этого очень важного направления. Вы знаете, мы зачастую обращаемся и говорим, что город Пицунда, Новый Афон — это жемчужина нашей страны, известные далеко за нашими пределами города. И, на мой взгляд, чтобы сохранить и этот статус, и сохранить ту привлекательность этих городов, необходимо дать возможность и полномочия на местах принимать решения, которые способствовали бы и облегчали бы жизнь, в том числе людей, которые проживают на этих территориях. Своим видением ситуации и причинами обращения с данной инициативой поделились председатель собрания Пицунды Мурат Аджба и глава администрации Нового Афона Тимур Оторба. Это просьба от всех жителей нашего города, от депутатов районного собрания, городского, депутата нашего парламента, естественно, администрации нашего города. Уже много лет, с 2015 года у нас нет своего бюджета, и это создает определенные трудности. Сталкиваемся мы с такими проблемами, что своевременно не можем решить насущные проблемы. Это все затягивается, и порой получается так, что пока мы занимаемся решением одной проблемы, возникает уже последующая, и это превращается в какой-то бесконечный поток, какой-то круг бесконечный. И мы считаем, что наша сегодняшняя рабочая группа решит эту проблему. Здесь проблема не только с экономической стороны, не только в бюджете, здесь проблема в том, что у нас нет определенных полномочий, которые будут связаны с появлением бюджета, и мы не можем своевременно реагировать на те или иные задачи, проблемы, с которыми мы сталкиваемся в нашем городе.
нашим горожанам зачастую приходится обращаться напрямую в администрацию Гагарского района или же обращаются в собрание обращается в свою очередь к главе города Пицунда, глава города Пицунда должен обращаться к районному главе, и вопросы, которые могут решиться в течение 2-3 дней, затягиваются на 2-3 недели порой, и это создает определенные сложности. И мы очень надеемся, что в составе этой рабочей группы мы сможем найти выход из этой ситуации, и благодарим всех, кто участвует в этой рабочей группе. Спасибо вам большое. Ефенес иштахыз газвацвали аус ари Пицунди фони хамацара хадацва рома аус адазо коллектива хамацара хавзам ари зараз гуялонс ари хакал корши кон хавсерзен дар старан юкул иштекрацо яра закон хатала ашапсах иштебар жабала шуксхейтаха хучик бра епхейзез изельхазевш яхцу дeu амтала аусора айзапазяш азнейша амта и ха чейцанах вот зара как рызбарачу яра аус хавапсыра харанас шара абхеш наргулана ам юзук зейбш яхзым юктер яхзыяш ам яхзыктер зигит бу параганы аус адахулот азгуяна год. Депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия от городов Пицунда и Новый Афон, Дауд Хутабы и Ахрапачуля поблагодарили президента за создание рабочей группы и отметили, что принятие положительного решения по данному вопросу станет важным шагом, способствующим социально-экономическому развитию данных городов. Не было ни одного созыва, не было ни одного депутата, который этой темой не болел, который не пытался помочь своему городу решить эту проблему. Но никогда мы не заходили так далеко, как мы зашли сегодня, благодаря вам. Это я хочу отметить, потому что мы уже обращались в руководящие органы, мы просили, но не получалось. Сегодня мы дошли до такой стадии, когда мы действительно уже верим, что у нас все получится. Большое спасибо вам за это. Вы сказали, что это не реформа для реформы, что это реформа для людей. Вот полностью вот с этим хочу согласиться, что на самом деле мы, когда все это делаем, мы хотим помочь нашим гражданам, жителям Пицунды, понятно, прежде всего. Мы хотим помочь им в том, чтобы все их чаяния, все их проблемы решались как можно оперативнее. Ну, сегодня такая ситуация в связи с действующим законодательством, что вот здесь Рустам Гарикович сидит, он глава города, которого назначает, вы представляете его, да? Но получается, что банально даже за какой-то, есть у нас жители, которым действительно тяжело, много пенсионеров. Даже 30 тысяч рублей материальной помощи в случае, если у них какая-то болезнь, он не может им оказать. Люди не понимают, что это за власть, которая не может стать рядом в трудную минуту. Тем более, понимая, какие, я не могу сказать, колоссальными, много еще куда наработать, но немалые вложения через налоги, из Пицунды попадают в республиканский бюджет, вообще в страну. И люди, когда с этим сталкиваются, получается, что у нас власть в городе, она обезличивается как таковая. Это вот то, что мы сегодня запланировали благодаря вам, это позволит нам решить вот эту проблему. Это только, наверное, одна из самых главных, вот для меня лично проблем, да. И второе, я очень хотел о чем отметить. Это то, о чем говорит сегодняшний день, это сегодняшний день. Но если мы изменим законодательство в этой сфере, мы сможем изменить и завтрашний день. На мой взгляд, мы сделаем очень большое дело. Я для себя, например, на своей должности, участие вообще в этом процессе, если это увенчается успехом, я считаю, наверное, самым главным достижением. Спасибо. Для оперативного реагирования, вот и коллеги Иван Разумович отметили, это, конечно, важно. И статус города, он предполагает, наверное, иметь какие-то средства, которыми оперативно тут же здесь можно распоряжаться и решать какие-то насущные проблемы. Дальше в рамках работы рабочей группы обсуждать, наверное, более глубоко
Спасибо. Свое отношение к данной инициативе в ходе совещания также высказали премьер-министр Владимир Делба, министр финансов Саид Губас и заместитель министра по налогам и сборам Баталгуля. Созданная рабочая группа, я убежден, что все предметно, естественно, изучит, все это очень важно. И полномочия города в районе, наверное, надо закреплять в том числе и другими инструментами. Возможно, бюджетными, экономическими, налоговыми. Там много потенциала может туда нарасти. Но самое главное, что хочу сказать и на чем сделать акцент. У нас в стране, как не только в нашей, как и в принципе, строится управление и финансовое управление и экономическим потенциалом. Налогооблагаемая база, созданная на территории одного города, к примеру, Афон или Пицунда, и налогоплательщики, которые уплачивают с этих территорий налоги, это абсолютно не говорит о том, что именно они все должны возвращаться, естественно, на эту территорию. Разумеется, если бы так было бы, мы бы с вами, безусловно, не смогли бы платить пенсии нашим пенсионерам, не смогли бы армию содержать, правоохранительные органы, здравоохранение, и все остальное. Поэтому существуют пропорции по тому, с какой территории платится и зачисляется в бюджет. Соответственно, создав такой механизм, еще потребуются колоссальные новые расходы. Для того, чтобы администрировать эти доходы. Возможно, понадобится, естественно, уровень в системе юстиции закрепить за приданием ИНН. Возможно, казначейская система исполнения, возможно, новый уровень налогового. Это все будет ложиться на плечи бюджета. И неважно какого. Деньги в государстве одни, неважно, это новые дополнительные расходы. Это я говорю о техническом сопровождении. С точки зрения права, такие полномочия, безусловно, надо давать. Поэтому к этому надо очень-очень предметно подойти, посмотреть, как это будет работать. Если оно принесет больше доходов, чем расходов, тогда надо обсуждать это конкретно, предметно. Поверьте, то, о чем вы говорите, это очень важно, что на территории города, в районе надо много делать. Да, колоссально много надо делать, безусловно, разумеется. Но одного бюджета там не хватит, самостоятельности бюджета точно не хватит. Там гораздо больше нужно делать. В свое время такой же вопрос поднимался по еще одному направлению самостоятельности. Село в республике, самостоятельность бюджета. Был пересчет по всем селам, и в среднем это вышло 12 тысяч рублей в год доходы по каждому селу. При тех социально-экономических условиях и размеров, как говорится, налоговых, неналоговых ставок. 12 тысяч рублей на одно село. Что это даст? Туда предоставлять полномочия, администрировать, устанавливать экономическое ведомство, или отдел, финансовый отдел, налоговый, и все остальное. Аналогичная ситуация будет и в городе. Поэтому к этому весьма внимательно надо подойти как и с тем, что нужно сделать, так и с тем, что еще дополнительно потребуется. Здесь, на то рабочая группа, посчитают, посмотрят. И в бюджетное законодательство, если надо будет вносить, это одна сторона, но не только в бюджетное. На совещании выступил первый зам руководителя администрации президента Дмитрий Шампа. Мы с Владимиром Валерьевичем вместе в этой работе участвовали и, скажем так, несем частичную ответственность за то, что Пицунда и Афон лишили своих бюджетов. Что произошло после принятия нового закона? С одной стороны, то есть до 2015 года, парламент в целом утверждал государственный бюджет, это было все централизовано. С одной стороны, с 1 января 2015 года произошла децентрализация, районные собрания получили больше полномочий. С 2015 года парламент утверждает только общие параметры госбюджета, а в основном доходы и расходы республиканского бюджета. Но с другой стороны, когда внесли мы понятие в закон о бюджетном устройстве, что для цели данного закона
под административно-территориальной единицей понимается только районы Республики Абхазия и город Сухум. И тем самым, как вы отметили, Пицунда, Афон в бюджетном плане стали на одном уровне с поселком, собранием. И вот те изменения, которые были приняты в закон об управлении в административно-территориальных единицах, в этой сфере у них аналогичные полномочия. С этого момента, по сути, что Пицунское городское собрание, что Афонское городское собрание, извините, больше стало таким совещательным органом, чем органом, который обладает реальными рычагами, утверждая бюджет, утверждая бюджетные параметры, решать проблемы города. Что касается, что не утверждались там бюджеты, Пицунды и Афона, отчет об их исполнении, в то время, как сотрудник администрации президента того периода, помню, как приходил проект бюджета, когда Министерство финансов, правительство уже заканчивало подготовку бюджета, президент направлял в парламент приступал к рассмотрению, а собрание еще только спустя много времени, после того, как парламент уже примет закон, президент подпишет, они даже еще не утверждали параметры. Такая же ситуация была и с отчетностью не только в Пицунде и в Афоне, но и в районах, где существовали свои полноценные местные бюджеты. Порой сегодня происходит, когда мы утверждаем параметры государственного бюджета, а не все собрания принимают бюджеты, либо в течение года, не меняя параметры государственного бюджета, утвержденные законом, местные собрания по представлению глав районов параметры местного бюджета меняют. То есть здесь нам в целом надо повышать дисциплину не только через призму наличия или отсутствия в Пицунде и в Афоне собственных бюджетов. Хотя нормативы отчисления, вот если я поднял сегодня старые законы о бюджете предыдущего периода, в качестве приложений нормативы отчислений, которые зачислялись в бюджет Афона, они в виде приложений к закону шли. В основном это часть местных налогов, которые уплачивались на этих территориях, они составляли доходную часть местных бюджетов. Даже сегодня, если мы посмотрим, как происходит финансирование в Пицунде и в Афоне, хотя с точки зрения бюджетного законодательства, законодательства об управлении в административно-территориальных единицах, это не схожи. Но если мы посмотрим на Афон, то Афон в смете расходов, у Афона предусмотрены средства на финансирование Афонской школы, детского сада, то есть сфера Афонской больницы. Они финансируются со сметы Афона, которые в районном бюджете. В Пицунде, хотя статус в бюджетном плане одинаковый, иная ситуация. 2 пицунские школы, детский сад, один, сейчас второй строится, музыкальная школа. Они финансируются гагерским бюджетом напрямую, минуя администрацию, минуя Пицунскую городскую смету. Хотя статус одинаковый, подход на практике оказался различен, поэтому, может, и в Пицунде более болезненно этот вопрос был вообще воспринят, чем в Афоне. В Афоне, может, там не сильно произошли изменения после 2015 года, то есть социальная сфера здравоохранения в Афоне как финансировалась через местную администрацию, так и продолжает финансировать. Когда мы рассматривали это обращение, даже еще до обращения, когда было представление главы администрации города Пицунда, мы это мероприятие совместили с депутатами, обсудили этот вопрос. Когда первое обращение было, помню, в 2016 году, вместе с депутатом парламента от Пицунды прорабатывали, тогда просчитывали. Конечно, на тот период, учитывая показатели собираемости налогов и в Пицунде, просчитывали, что Пицунда в летние месяцы могла себя содержать за счет местных налогов, но в зимний период ситуация была иная. Но за это время, за 10 лет, ситуация изменилась,
И даже те предварительные расчеты, которые сегодня имеются, если посмотреть смету расходов Пицунды, там 56 с небольшим миллионов, и те вопросы, которые финансируются из Гагарского районного бюджета, это чуть более 76 еще дополнительно миллионов. То есть в общем на Пицунду то, что идет со сметы, городской сметы расходов, и по Гагарскому районному бюджету, это социальная сфера и сфера здравоохранения, там 132 миллиона рублей. А сегодня местные налоги, которые собираются в Пицунде, они выше, то есть Пицунда при изменении существующей системы может себя содержать по таким нашим предварительным расчетам даже без республиканских дотаций. Вообще сам Гагарский район, он меньше получает дотации, чем Гудаутский район. В Афоне ситуация, конечно, иная. Те налоги тоже, если даже будет принято изменение, и все местные налоги останутся в новом Афоне, этих средств не хватит для содержания и для финансирования всех публичных обязательств в Афоне, которые осуществляются сегодня за счет районного бюджета. Но сегодня и Гудаутский районный бюджет без республиканских дотаций, 380 миллионов, не может себя содержать. То есть в этом случае как Гудаута не может без республиканских дотаций, так и Афон не сможет без республиканских дотаций. И поэтому даже предварительно, когда обсуждалось еще до заседания такие рабочие встречи в рамках подготовки к сегодняшнему заседанию, что может быть предусмотреть разный срок вступления данных изменений в силу, если они будут поддержаны рабочей группой, парламентом будут поддержаны, в первую очередь президент несет данные изменения на рассмотрение парламента, чтобы как пилотный проект с 27 года запустить в Пицунде и уже с 28 года в Афоне. Если мы просчитаем, что Афон сразу будет готов одновременно с Пицундой приступить к реализации, то можно на рассмотрение всей рабочей группы представить такой вариант. То есть есть два подхода, в том числе поэтапного внедрения этих изменений. Я надеюсь, в рамках нашей рабочей группы у нас будет возможность предметного и аргументированного, в первую очередь, обсуждения тех проблем, вопросов за и против. Здесь ни у кого не должно быть принципиальной позиции, ни у сторонников в пользу решения этого вопроса в такой форме, ни у противников. Наша задача постараться решить те проблемы, которые сегодня есть в городах, в районах. Если, конечно же, в результате обсуждения, изучения всех аргументов за и против мы придем к объективному мнению, что именно только такая постановка вопроса может решить эти проблемы, конечно, мы рассмотрим возможность реализации такой формы, там, создания отдельных бюджетов и так далее. Решение этого вопроса в пользу создания бюджетов, оно будет сопряжено с решением и внесением изменений в большое количество законодательных актов, приказов Минфина, инспекции, инструкции Министерства по налогам и сборам и так далее. Мы должны понимать, что изменение действующей системы исполнения бюджета способно решить те проблемы, о которых мы говорим. Если оно не способно, как мы уже об этом говорили, это не должно быть реформа ради реформы, это не должна быть идея фикс, что мы именно таким только способом можем эти проблемы решить. Я думаю, надеюсь, во всяком случае, что в рамках нашей работы мы озвучим все аргументы и за, и против, и совокупность этих аргументов, она даст нам возможность принятия уже объективного решения. Мы сторонники того, что все нужно считать. То есть, условно говоря, если говорить о доходной части бюджета, да, естественно, цифры подбить, посчитать, проблем нету. Но и нужно говорить относительно расходной части. Какое бремя ляжет на соответствующей администрации в плане расходов. И также, когда мы говорим относительно того, что очень большая доля доходов с данных районов – это местные, допустим, налоги, стоит отметить, что республиканское унитарное предприятие «Курорт Пицунда», являющееся бюджетообразующим в данном районе, оно, условно говоря, на балансе республики, то есть государства. И нужно взвесить все за и против, и, соответственно, в рамках работы данной рабочей группы прийти к единому мнению. Президент поручил включить в состав рабочей группы и представителей руководства Гагарского и Гудаутского районов. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что тут говорил Владимир Валерьевич. Тут должно быть понимание у всех.
что не может быть, что все собранные средства в виде налогов останутся в районе. К этой самодостаточности нужно будет еще идти очень долго. Вы что понимали, функционирование города не реализуется исключительно в рамках границы. Энергоснабжения, водоснабжения, обеспечения безопасности, ряд других ключевых вопросов, на которые затрачиваются серьезные средства из республиканского бюджета. То, о чем говорит и премьер-министр, и Министерство финансов, налоговая служба, что это будет сопряжено с определенными расходами технического характера, организационного характера, но здесь все-таки надо соразмерить. Если пользы от этого будет больше, мы готовы пойти на решение этих технических вопросов, если от этого будет больше пользы. Еще раз хочу сказать о том, что для нас самое главное, чтобы жители этих городов почувствовали изменения, позитивные изменения, значит, в рамках деятельности администрации города, значит, собрания городов, чтобы этот механизм давал обратный эффект. Если мы достигнем этого решения в рамках своей деятельности, это, наверное, самое лучшее, чего мы могли бы добиться. Здесь нет тех, кто за, нет тех, кто против. Здесь должны быть единомышленники, люди, которые исходят из главной цели. Результат для наших людей. Вот главная задача. Все остальное – это техническая история.